У человека изменились челюсти и зубы. Так, из-за меньшего давления при пережевывании более мягкой пищи, продуктов земледелия и животноводства, а не дикой природы, челюстным костям не нужно было прикладывать усилия, а потому сами челюсти не вырастали очень большими. Тоже мне бином Ньютона. Анализ базы данных языков подтвердил, что после эпохи неолита произошло глобальное изменение звуков мировых языков с резким возрастанием использования «ф» и «в» в недавние тысячелетия. Но этих звуков до сих пор нет в языках многих сегодняшних племен охотников-собирателей. Новое исследование переворачивает общепринятое представление о том, что при появлении Homo sapiens около 300 тысяч лет назад в его речи присутствовали все нынешние звуки. Набор звуков, которым мы пользуемся, не обязательно оставался неизменным с момента возникновения нашей речи, а скорее наоборот, огромное разнообразие сегодняшних звуков речи – это результат сложного взаимодействия факторов, включая биологические изменения и культурную эволюцию, приводит слова одного из авторов исследования Стивена Морана, New Scientist. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск». Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Добрый день. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев, и вместе со мной в студии персонально ваш общественный деятель Азамат Галин. Добрый день, Азамат. Добрый день. Добрый день. Напоминаю нашим слушателям номер для СМС-сообщений и сообщений в Телеграме, с помощью которого вы можете присылать нашему гостю свои вопросы. +7 927 304 10 51. Прямая трансляция в Фейсбуке и на Ютубе также запущена. Так, ну что, вы, Азамат, поздравили Радия Хабирова с юбилеем сегодня у него? Ну вот я как раз хотел воспользоваться случаем и поздравить Радия Фатировича с юбилеем, пожелать ему успехов на непростом политическом поприще, восстановить эту нашу разрушенную баржу, выгрести проблемы и пожелать семейного счастья. Я так полагаю, что, и как он пишет, с утра до ночи они там работают, тяжело, наверное, все равно, в любом случае. В смысле семьи тяжело? Ну, конечно, да. А уже есть какие-то вот конкретные, реальные выводы за полгода, что вот что-то происходит, что-то выгребается? Ну, вот смотрите, в бытовом плане каждый из нас почувствовал его приход, его участие. Это в платежках, да, в наших квитанциях по мусору, то, что приходит, и то, что, в принципе, избежать было нельзя, да. Я могу вам сказать о том, что если бы, однозначно точно могу сказать, что если бы руководителем региона был бы Хамитов, это без всяких, да, то есть как бы я знаю точную цифру, поскольку, значит, я принимал участие в подготовке некоторых конкурсных документов, меня приглашали как эксперта, и я знаю первоначальную сумму 180 рублей с человека. Вот сидели бы и платили, Хамитов сидел бы и молча бы все это происходило. Наша судебная там система, она бы четко отрабатывала, да, все эти неплатежи, приставы бы исполняли. Поэтому вот в данной ситуации это очень показательно, когда человек вникает в ситуацию, понимает, что не все там на сегодняшний день четко, да, и не все региональные операторы до сих пор выстроили ту систему именно управления финансами, которые должны были по соглашению с Министерством природных, как это у нас называется, ресурсов, да, по-моему, экологии республики и регоператорами, они должны были выстроить две системы учета финансового. То есть один учет — это непосредственно самого регионального оператора, а второй — это все, что не касается регионального операторства. Они до сих пор этого не сделали. И поэтому руководитель региона, я так понимаю, вник во всю эту ситуацию, и, в общем-то, пришлось, как сказать, силовым, да, волевым решением сказать: все, давайте снижайте. Потому что так, не бывает, да, просто взяли цифру с потолка 180 рублей. Она реально с потолка была 180 рублей. И в подтверждение этих слов буквально пару дней тому назад Артемьев, помните, да, глава ФАС сказал о том, что мы переплачиваем за коммунальные услуги более чем в половину. То есть более чем на 50% мы переплачиваем. А куда эти деньги уходят? По мнению главы ФАС, эти деньги уходят на обслуживание
ну, не относящихся, скажем так, к ЖКХ, разных там, ну, объектов, домов, там, еще чего-то, еще чего-то. То есть это глава ФАС России сказал о том, что мы переплачиваем. Вот То есть вот, если мы говорим о том, что конкретно какие-то, можно ли подвести, да, какие-то предварительные итоги, то мы можем однозначно четко сказать, в каждом доме, в каждой квартире, то есть мы непосредственно на своем кошельке этого ощутили. Мы этого избежать не можем, это не региональное решение. Это решение на уровне федералов, и, в общем-то, нам приходится это только исполнять. Поэтому вот в этой части мы ощутили, и мне, в общем-то, это нравится, когда руководитель региона вникает во все эти проблемы, да, то есть как бы и я вам могу сказать, я подводил вот анализ, на сколько процентов у нас выросло коммунальные услуги по оплате с момента работы Рустема Закиевича президентом и главой региона. И коммунальные платежи выросли в 200 с лишним процентов. Более чем в 2 раза. Да, вот вы можете себе представить, качество оказываемых услуг, да, оно, ну, как сказать, его качество не выросло. Ну, так росло же по всей стране, причем здесь Хамитов-то. Ну, как это? Каждый регион самостоятельно определяет вот именно вот эту тарифную, да, политику и регулирует. Вот при Муртазе Губайдуловиче это очень сильно сдерживалось. Искусственно. Понимаете, да, сдерживалось именно в том плане, что значит, давалась возможность, ну, как сказать, людям, да, определенным образом накопить, ну, свой внутренний какой-то резерв и капитал, да, и не растрачивать его вот Так на это разве оплату этих правильно, услуг. если в итоге дефицит образуется? Это же не рыночный способ регулирования цены. Ну, понимаешь, здесь вопрос следующего порядка. Вопрос больше к экономике, да, но связан непосредственно с тем, что в любом случае, даже с ростом, скажем, цен, да, ну, не ростом цен, ростом расходов, по сути дела, да, на оплату всех этих коммунальных услуг, проблем самой ЖКХ меньше не стало. Вот они как там воровали у себя в ЖКХ, так они и продолжают воровать. Понимаешь? Вот если бы, допустим, цены бы выросли, выросло бы качество оказываемых услуг, то в этом случае я бы согласился, да, вы начали эффективно тратить наши деньги. То есть если вы тратите наши деньги, будьте любезны их экономить. Вы их, пожалуйста, экономите, наши деньги. Вы, пожалуйста, давайте нам отчет, как вы тратите наши деньги. А ты посмотри, получается, что ФАС, да, в последний момент вот приостановил торги по ремонту кровли. То, что проводится региональным оператором по, значит, капремонту. Ты посмотри, что они делают. Это же теперь получается, что на каждую закупку ФАС должен сидеть и мониторить, и ему указывать, что так делать нельзя. Ну, это же, ну, полный бардак. Вот, по моему мнению, это бардак. Вот как деньги собирать, они молодцы. Да, то есть как бы и судебная система работает, и приставы работают, все работают. А вот как тратить, там все закрыто. Ну, раз уж мы заговорили о использовании там, денежных средств, в том числе нецелевом использовании, как прокомментируешь вот историю с бизнес-джетом, да, полетом в Сочи делегации Башкирии во главе с Радием Хабировым? Правильно ли? Я не знаю, кто летал на этом самолете, да, то есть, ну, честно сказать, я не мониторил специально эту ситуацию. Ну, официально прокомментировали уже, что это официальная вот делегация там была. Я могу сказать, знаете как, вот все познается же в сравнении. Я неоднократно, в том числе и, ну вот, и издания сетевые, в том числе там, по-моему, про Уфу, неоднократно публиковали сведения о перелетах семьи Рустема Закиевича. И там постоянно мелькали вот эти вот, значит, полеты за счет средств там, да, бюджета и так далее, и так далее, и так далее. Билеты публиковались. Ну там вот именно билеты были. Билеты публиковались. Да, но это же те же самые самолеты. Ну, здесь... Одни и те же борта, поэтому о чем тут можно говорить, понимаешь? Это первый момент. Второй момент. Не, ну зачем сейчас сравнивать с Хамитовым? Ну, Мы а сейчас почему говорим... не сравнивать? То есть, ну, все познается же в сравнении. И поэтому, вот, на мой взгляд, вот я, честно говоря, не мониторю, кто летал на этом самолете, да, там, ну, на мой взгляд, там сейчас прокуратура же разбирается. Да, взяла. Вот прокуратура, когда она... Потому что сам Минтранс, на мой взгляд, да, то есть допустил, ну, какую-то информационную ошибку. Если они, допустим, зафрахтовали самолет, оплатили его за счет бюджета, и на этом фоне, ну, появилась какая-то шумиха информационная, они должны были тут же ясно, четко разъяснить, да, то есть вот летал там такой-то, такой-то, такой-то. Делегация республики, они в итоге подтвердили. Ну, делегация республики это... Но мы же знаем, кто в эту делегацию входил, там несколько человек. Ну, как несколько человек? Там, насколько я ошибаюсь, человек 120 было, примерно.
все Ну, делегации. все бы сюда не влезли в этот самолет. Ну, я не знаю. То есть, понимаешь, да, то есть, как бы, это, там же есть журналисты, там, и так далее, хотя они, конечно, отдельно всегда летают, то есть, отдельными бортами летают самолетами, то есть, как бы. Это вообще правильно все-таки, вот, да, что региональное руководство может себе позволить такие вещи. В принципе, я сейчас имею в виду, без относительно там к Хабирову непосредственно, да, там вообще. Но вообще, с точки зрения европейской практики, да, то есть, как бы, ну, считается, что руководители, ну, скажем так, ведомств, да, отраслевых, тут же речь идет все равно в любом случае об отраслевом ведомстве. Почему, собственно говоря, у меня вот возникло сомнение в том, кто летал на этом самолете. Объясню почему. Я очень хорошо знаю систему вот именно, ну, как сказать, обслуживания главы. Так. И вот эта система обслуживания главы, она не предполагает участие в этой цепочке Минтранса, ну, Гостранса. Там есть специальные ведомства, ну, надеюсь, это не является государственной тайной, да, там есть специальные ведомства, которые его от начала и до конца обслуживают. И у этого ведомства есть специально выделенные деньги, поверь мне. И для того, чтобы, допустим, если бы требовалось обеспечить перелет, да, иногда требуется обеспечить перелет главы республики из точки А в точке Б без относительной привязки ко времени. Ну, бывают такие случаи, понимаешь, экстренные случаи, да. И у них на этот случай, и не только на этот случай, а на все остальные случаи, у них это все прописано. Вот это тебе от начала, ну, я понял. То есть, я надеюсь, что это не является государственной тайной, да, но поэтому, когда появилась информация о том, что Госкомтранс зафрахтовал судно, у меня появились сомнения, потому что это не, ну, как тебе сказать, выбивается из общей... Из практики. Из практики. Сказать, что эти люди вот ошиблись там или проявили инициативу, понимаешь, и то есть это вот надо в этом именно детально разбираться, понимаешь, смотреть надо. Потому что, еще раз я говорю, есть специальное ведомство, которое от начала до конца вот обслуживает главу республики. Управление делами, условно, да, вот как в Москве у президента есть. Ну, у нас оно... Ну, то есть у нас под управлением делами президента и специальное ведомство. Оно отвечает абсолютно за все, в том числе и за охрану, и за перемещение, и за транспорт. То есть все это прописано, понимаешь? И поэтому вот здесь вот у меня есть определенные сомнения в том, что действительно мог Хабиров лететь на этом самолете. Очень, знаешь... Ну и возвращаясь к самому вопросу, неважно, на этом, не на этом, должен иметь право на это глава республики? Или все-таки пусть летает рейсовыми самолетами, покупая билеты, пусть даже в бизнес-классе? Вообще, еще раз, я сторонник как бы европейской, да, как бы, ну... То есть покупать билеты и летать обычным эконом-классом? Да, если позволяет время. Угу. Ну, то есть, вообще, как бы, вот европейская, нормальная, обычно, традиционная, стандартная практика, она предполагает, что, в общем-то, ну, как сказать, даже главы некоторых европейских стран, да, перемещается. Пожалуйста, вот глава Финляндии постоянно летает эконом-классом, то есть, как бы, и вообще не испытывает дискомфорта. И зная Хабирова, наверное, вот так, как человека, я бы думаю, тоже он бы не испытывал никакого дискомфорта, зашел бы в эконом-класс и полетел, как сказали, если бы ему сказали, лети эконом-классом. Понимаешь, да? Как бы не вышло так, что наш Госкомтранс проявил там, допустим, некую инициативу, да, то есть, как бы, и тем самым там, ну, оказал медвежью услугу. Ну хорошо, другая тема. Я, честно сказать, не знаю вот всей этой внутренней кухни, но знаю, еще раз говорю, зная вот как устроена, да, вот эта схема внутренняя, да, то есть как бы поэтому. Сегодня у нас дата, сегодня ровно 100 лет образованию Башкирской республики. Вот. И хотелось бы на эту тему отдельно поговорить. И эта дата, да, вот мы только уже, я не знаю, после там 10-й минуты о ней вспомнили. И в принципе об этом практически не говорится. Почему 100-летие республики, первой республики в составе нашей страны, ну практически нет никакого внимания? Что происходит? Ну, вообще эта дата, она как бы неоднозначно воспринимается башкирской общественностью. Это другой вопрос. Это первое, да, то есть как бы я отношусь к числу той башкирской общественности, которая, в общем-то, не считает, что это какая-то сверхъестественная дата, и, в общем-то, мы должны сидеть там, я не знаю, ну, как бы стрелять в фейерверки, да, и пить шампанское. Мы же все прекрасно знаем, да, что 14 марта в Уфу вошел Колчак, да, и здесь, то есть, как бы, Колчак был принят на высоком, скажем так, государственном уровне, устраивал банкеты, вечера, танцы, к нему приходили люди, клялись в верности.
это все происходило здесь, в Уфе, 100 лет тому назад, кто не знает. И мы знаем, да, как появилась эта дата подписания вот так называемого, да, соглашения. Поэтому, все-таки, если говорить о Первой Республике, да, то есть как бы это все-таки, валидовская, грубо говоря, республика, да, поэтому она не имеет отношения, на мой взгляд, вот к этой дате, если вот далеко, глубоко углубляться в историю, но вообще, если мы говорим как о Первой Республике, то вот именно с точки зрения, вот это Первая Республика, то в этом смысле мне нравится это слово, мне нравится его идеологическое содержание, и мне не важно, когда она будет праздноваться. Вот. Но при этом у нас вот сейчас последняя возможная дата, а празднований таких пышных нету. Но это первый шаг, да, то есть как бы вот именно если вот в этом, да, ключе, да, то есть как бы и мы упоминаем абсолютно всех, да, людей, которые принимали участие в судьбе этой республики, и мы говорим, что это действительно Первая Республика, посмотрите, наконец, татары, достаньте там платочек и продайте, да, то есть как бы мы первые вот здесь, да. Хоть с 17-го года вести отчет, хоть с 19-го. Да, то есть вот в этом плане, если рассуждать, то для меня лично вообще не имеет абсолютно никакого значения, пусть это будет хоть в июне, хоть в июле, хоть в октябре. Да, это Первая Республика. Мы же не ждем, что в июне вдруг праздновать начнем. Это Первая Республика, понимаете, нас должна распирать гордость, и мы должны... То есть в этом ключе я согласен. А не так, что вот, знаешь... Насчет даты понятно, но между тем не приходится ожидать, что позже, да, вспомнят об этой дате, о ее смыслах и начнут об этом говорить. Не создается ли впечатление, что замыливается само значение этой даты чуть ли не на федеральном уровне, да, то есть приходит, может быть, не приказ, но рекомендация? Наверное, по содержанию кармана, да, то есть как бы, как позволяет бюджет, если бы бюджет позволял, я вот сам непосредственно принимал участие в организации проведения торжеств, посвященных 450-летию. Я там был в составе оргкомитета, и мы планировали все эти мероприятия. Да, по масштабу, наверное, это было все-таки значительнее, да, то есть как бы там приезжал Владимир Владимирович, там, и так далее, то есть и все было там просто, как тебе сказать, мы целый город построили на монументе дружбы, понимаешь? Наверное, если сравнивать с теми, скажем так, жирными годами, наверное, поскромнее. В годах ли дело? Может быть, все-таки в федеральной политике? То есть в центру выгоднее говорить о дате присоединения, о дате добровольного вхождения, а не о дате, когда регион получил больше прав и независимости от центра? Нет, я бы тут не сравнивал бы на весах там, и что значительнее, что незначительнее. То есть, если вот в той подаче, в той интерпретации, в которой я говорю, да, неважно как. Главное, что да, мы действительно это событие как бы празднуем. Да, отметили, никому не сказали, сидите, молчите. Так же, да, а могли бы сказать с федерального центра, вот, как сказать, если бы не хотели сказать, ну-ка давайте промолчим, забудем, нас же умеет делать так. Как вот никому не сказали. Айрат Эльмухаметов, да, человек, который на эту тему больше всех говорил, и как раз-таки буквально перед этой датой был арестован, обвинение, причем как раз на эту тему, да, то есть ему вменяют некие призывы там к нарушению территориальной целостности. Я очень сильно надеюсь на то, что Айрат будет все-таки оправдан, очень сильно надеюсь на это. Я не думаю, что вот эти даты там и так далее, или вот там какие-то президентские амбиции, они как-то связаны с этим. То есть я не уверен во всем этом, то есть я даже не знаю содержания, да, то есть как бы обвинения. Очень хорошо был знаком я с его отцом, с Ахнатом Дарисовичем, очень по-человечески тепло у нас с ним выстраивались отношения, и поэтому чисто вот по-человечески искренне надеюсь на то, что он все-таки будет оправдан. Вот. То есть пока вот я даже не знаю, что ему вменяется. Как раз-таки видеоролик, который вышел в прошлом году, в апреле месяце, где он рассуждал на тему того, что нужно отношения с федеральным центром пересмотреть. То есть я специально этот ролик пересмотрел сам, да, недавно. В общем, он не рассуждал на тему того, что нужно там выйти из состава России или еще что-то в этом роде. Но разговор именно о том, что якобы у него есть позиция по поводу нарушения территориальной целостности. Если это действительно так, да, то есть как бы если вы уверены в том, что это так, да, и я думаю, что, то есть как бы в этом случае
в суде, значит, ну, то есть надо будет доказывать, да, что как бы это не является там призывом, если это действительно так. То есть если вы 100% знаете, да, что вот именно это ему вменяется, то есть... Есть такая информация. Ну, если предположить, и точнее вспомнить, какая у нас судебная система, да, просто так ничего не бывает. Если кто-то запустил этот процесс, этот маховик, чаще всего он до конца докручивается, и человек получает наказание. В том числе, на самом деле, Мухаметов неоднократно его получал. Ну, смотрите, у нас, вот здесь у меня всегда возникает определенное сомнение, у нас есть на памяти история Сагита Исмагилова, да, то есть, ну, по сути, идентичность, да, абсолютно вот в делах, с формальной, скажем так, правовой точки зрения присутствует, да, ему вменялось там, значит, оскорбление, по-моему, да, татар, да, и в итоге ему, несмотря на все эти тяжести, как бы вот судебной системы нашей, да, вот этой репрессивного маховика, ему все-таки удалось добиться оправдания, да, по этому делу. Поэтому в любом случае я вот еще раз повторюсь, да, я надеюсь, что он будет оправдан, если действительно в его выступлениях там нет никаких призывов, там, я не знаю, к каким-то страшным нехорошим делам. Правильно ли я понимаю, что этот маховик запущен не с уровня республики, а где-то из, там, я не знаю, с Лубянки, грубо говоря, с московской? Я думаю, что это республика, это точно однозначно к этому не имеет. Но все-таки он амбиции заявлял политические? Ну, у нас, в общем-то, каждый второй общественник мечтает стать президентом республики, и, в общем-то, это не является еще основанием для того, чтобы можно было шашку достать, да, и всех подряд рубить. Ну, казалось бы, не является. Да, но любой политик, он же измеряется электоратом. Да, вот, и если откровенно и честно сказать, у Айрата ведь не было этого электората, который мог бы составить серьезную социальную не базу. представлял. Ну, такой политической, да, нет. Ну что ж, мы продолжим разговор с Азаматом Галиным после перерыва на новости. Далеко не уходите. В 13:30 в столице. Краткие новости на Эхе. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Депутаты парламента Казахстана приняли во втором окончательном чтении поправки в Конституцию о переименовании столицы в честь Нурсултана Назарбаева, сообщает РИА Новости. Теперь поправки должен подписать президент республики. Напомню, переименовать Астану в город Нур-Султан предложил новый глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил об этом сразу же после того, как официально принял присягу и вступил в должность главы Казахстана. Токаев также предложил воздвигнуть Назарбаеву памятник, назвать в его честь все центральные улицы во всех городах и наградил первого президента орденом «Народный герой» высшей государственной наградой. Дарига Назарбаева, старшая дочь Нурсултана Назарбаева, ушедшего в отставку с поста президента Казахстана, избрана спикером Сената Республики. Ее кандидатуру на эту должность предложил Касым-Жомарт Токаев. Дарига Назарбаева была депутатом Нижней палаты парламента Казахстана, занимала пост вице-спикера, а затем заместителя премьер-министра республики. С 2016 года она является депутатом Сената Казахстана. Президент Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии кикбоксера, бывшего сенатора Бату Хасикова. Алексей Орлов, который возглавлял республику с 2010 года, подал в отставку. Хасикову 38 лет, спортивную карьеру он закончил в 2014 году и стал сенатором. У Хасикова была степень кандидата политических наук, однако 3 года назад, по заявлению Диссернета, диссертационный совет РУДН лишил сенатора степени из-за обвинений в плагиате. В работе Хасикова, в частности, был использован текст чужой диссертации про Карачаево-Черкесию, однако название этой республики заменили на слово «Калмыкия». В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины. Ее возглавит зампред Госдумы, депутат от КПРФ Иван Мельников, сообщается на сайте Нижней палаты парламента. В рабочую группу войдут депутаты и эксперты, которые должны создать итоговый документ с обоснованными цифрами и фактами, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. Напомню, ранее именно он выступил с идеей взыскать ущерб от разрушительной политики Украины в Крыму. В
ФСИН обяжет своих сотрудников извиняться перед заключенными в случае нарушения их прав. Соответствующие изменения планируется внести в Кодекс этики, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, размещенный на портале проектов правовых актов. В случае отказа добровольно принести извинения, сотрудник будет привлечен к ответственности. Уточняется, что такие поправки приняты для формирования положительного имиджа работников ФСИН и повышения их дисциплины. В Москве сейчас 4 градуса тепла. Этой ночью ожидается от -1 до -3 градусов. Завтра днем до +5. Переменная облачность и небольшие осадки. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы. Для тех, кто ценит ощущение свободы и независимости. Для тех, кому важна жизнь на высоте. Для тех, кто заботится о своем статусе. Просторные пентхаусы с собственной террасой в квартале энтузиастов. Захватывающие панорамные виды на город и близость к звездам. Каждый день успейте купить последние пентхаусы в сданном доме. Подробности по телефону 287 77 77. Специализированный застройщик Талануф. Проектная декларация на сайте talanufa.rf. В пятницу 22 марта в гостях у «Эхо Москвы» директор премьер БКС в Уфе Вадим Балтыров. Поговорим о персонально-финансовом плане и паевых инвестиционных фондах. Слушайте эфир в пятницу в 8:45. В четверг, 21 марта, в эфире «Эхо Москвы» в Уфе адвокат Сергея Евстафьева Роман Петров расскажет о новых аргументах защиты при расследовании убийства топ-менеджера УМПО Юрия Яшина. Слушайте эфир в 8:35 21 марта. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. В студии Руслан Валиев и общественный деятель Азамат Галин. +7 927 304 10 51. Это номер для ваших смс-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram. Значит, закругляя тему по Дильмухаметову, до перерыва мы о нем говорили. То есть, на ваш взгляд, он опасности никакой не представлял. И, наверное, на ваш взгляд, он бы не был зарегистрирован, да, в качестве кандидата на выборах главы региона осенью? Или был у него шанс на это? У нас наша система, вот, кстати, вот это очень важный момент, почему до сих пор люди, даже вот у вас в эфирах, да, почему-то не говорят о том механизме, который у нас предусмотрен, регистрация. У нас допускается регистрация же только по политическим партиям. Угу. Я достаточно смешные комментарии читал, да, там, почему Хабиров идет от «Единой России», да, там, почему Хабиров, там, следуя там, заветам или указаниям, там, или примерам там, других регионов, не идет там как самовыдвиженец. У нас это не предусмотрено. У нас можно только идти от партии. Ну, а разве Курултай не может по-быстрому решить эту проблему? Предусмотреть? Наверное, это будет неправильно, да, с точки зрения, как тебе сказать, именно вот самой политической ситуации. Они, наверное, взвесили и решили, что лучше оставить как есть. Угу. И наша система, поскольку не предусматривает самовыдвижение, там, да, то в этом случае вот ответ он сам по себе напрашивается. То есть, понимаешь, если вот в законодательном уровне не предусмотрено, то, соответственно, на Айрат он не попадает. Потому что, какая политическая партия его выдвинет? Ни одна парламентская партия бы его не выдвинула. Вот и все, весь ответ. Угу. А каких кандидатов ты ждешь на этих выборах от тех же самых парламентских партий? На эту тему в последнее время хоть немного пошли разговоры. КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Будут ли какие-то сильные фигуры, конкретные фамилии, может быть, известные уже? Я думаю, что если даже какие-то персоны будут, пусть они даже будут сильными, не знаю, вот, пусть они будут медийными, да. Я понимаю, это другой результат выборов, это вопрос отдельный. Нет, я имею в виду, да, сильный это, в нашем понимании, это медийный, да, то есть, человек, пусть они будут медийными, но шансов победить у них очень мало. Тут ведь не о шансах победить речь. Речь о том, что набрать приличное количество голосов, заявить о себе, да, заявить о намерениях. И на следующих выборах в Курултай, например, пройти. Коммунисты могли бы, конечно. То есть у коммунистов вообще поддержка в целом просто у коммунистической партии большая. Не потому, что там кандидаты будут хорошими или плохими, да. У КПРФ есть свой электорат, да, традиционный электорат, который, в общем-то, ходит на выборы, в отличие от всех нас, да, он именно ходит на выборы и, в общем-то, отдает свой голос.
В этом отношении, конечно, да, КПРФ могла бы вообще ничего не делать и набрать там, понимаешь, свои какие-то проценты. Просто вот выдвинуть какого-то человека, только для того, чтобы лишний раз напомнить о себе и сказать, что, в общем-то, мы, не лежим в мавзолее, да, рядом со своим вождем. Ну вот, активисты штаба Навального в Уфе, да, следуя общему тренду и, скажем так, призыву Алексея Навального самого, они объявили, что готовы будут поддержать любого альтернативного кандидата, который будет наиболее перспективным на их взгляд. Да? То есть это может быть представитель КПРФ, ЛДПР и так далее. Как оцениваешь вот эту стратегию вообще? Она правильная? С точки зрения того, что, например, будет выбран человек и реально аккумулирует некое такое протестное голосование. У штаба Навального, у Навального в целом, как у политика, надо признать, в нашей стране, пользуясь той же самой риторикой Айрата, да, кто политик, кто не политик, вечный спор. Навальный — это второй политик в нашей стране, который действительно, в общем-то, аккумулирует некий протестный электорат, он действительно у него есть. И, наверное, при правильном организационном подходе они действительно могли бы, да, что-то, кого-то подпереть, какого-то игрока. По крайней мере, они там проводят какие-то обучения, семинары по наблюдению. В этом плане, конечно, да, действительно, они могли бы поддержать, но все будет зависеть от того, понимаешь, здесь недостаточно, на мой взгляд, вот их заявления о том, что они готовы поддержать. У них, насколько я помню, было совместное выработанные какие-то маневры с КПРФ на выборах, которые проходили у нас в Государственном собрании. Наблюдение совместное. Да, что-то они там пытались сделать, но в итоге у них ничего не получилось. Стратегию-то Навальный меняет. Я например, вспоминаю, в 2011 году он объявил, что надо голосовать там за любую партию в Думу, кроме «Единой России». И тогда «Справедливая Россия» смогла набрать прилично. Я имею в виду, что понимаешь, тут момент-то какой. Вот заявить это одно, заявить это хорошо, да, но за заявлением всегда должны идти какие-то действия. Потому что выборы — это все-таки процесс, да, и этот процесс предполагает знание, скажем так, сопромата, если хотите, да, то есть, и правильная организация. И, в общем-то, дьявол-то вот в мелочах. То есть, и вот всегда вот на этих мелочах не удается им соорганизоваться с другими силами. Вот о чем я хочу сказать. То есть заявить-то они могут, а вот когда доходит непосредственно до дела, у них почему-то ничего не получается. Потому что, допустим, вот объединятся они с КПРФ, да, а КПРФ, в общем-то, не любит Навальнят. Так, потому что идеологии разные. Идеологии разные, понимаешь? Вот не приемлют они, понимаешь, друг друга. И вот как они будут сидеть друг рядом с другом и что-то совместное организовывать, я себе это очень плохо представляю. А сторонники Навального тоже могут не принять предложение своего лидера поддержать коммунистов? Тех же? Наверное, нет. У него вертикаль-то хорошо выстроена. Но это, в общем-то, она может поконкурировать с теми же коммунистами, понимаешь? То есть это вторая в стране структура, которая, в общем-то, хорошо организована и выстроена. Еще надо отдать должное. Новость вышла, что выборы осенью пройдут, в принципе, как обычно, но участки откроются на час раньше, в 7 утра. Вот в 8 открывались, теперь в 7. Я не понимаю, если честно, зачем. Я вот сам, как член комиссии, понимаю, что надо будет на час раньше начать работу, но смысл какой? А зачем-то? Я первый раз слышу такую новость. Сегодня писали, на вашей форме вышла официальная. Я вообще никак не готов комментировать эту ситуацию, то есть как бы если ЦИК боится, что кто-то не успеет проголосовать... Наверное, надо вечером продлить на час. Наверное, лучше было бы продлить, там, допустим, до 9 вечера, да, хотят, значит, открыться в 7 утра. Придете к 6 утра, там, или во сколько вы приходите. За час надо прийти. То есть за час вы придете, все организуете, поставите, то есть как бы, и представьте себе, в каком вы состоянии будете к концу смены. Представляю уже. И другая большая тема, которая в минувшие выходные начала развиваться и, в общем, продолжает оно свое развитие, это Никита Исаев, федеральный политолог, блогер, политик даже, можно сказать. В Сибае. Ситуацию слышали? Да, получил мукой.
Да. по шее. С мукой, значит, получил от неких, скажем, активистов местных, или от кого это еще вопрос, да, на эту тему можно порассуждать. Дальше произошла публичная довольно резкая реакция от Радия Хабирова на утренней понедельничной оперативке. Дальше заявление самого Исаева о том, что он теперь вынужден так или иначе участвовать в выборном процессе в Башкирии, в виде кого, возможно, даже в виде кандидата. И здесь вот хочется разобрать этот весь момент. Прежде всего, конечно, меня интересует вот сам факт такой болезненной реакции со стороны Радия Хабирова, которая мне лично напомнила реакцию, которая часто была распространена у нас в нулевые годы в стиле такого Суркова, Рамзана Кадырова. Я не знаю, болезненная она была или нет, я прочитал ее, в общем-то, ну, то есть, как бы, его высказывание я прочитал в СМИ, да, и, в общем-то, это он процитировал Путина. Угу. Ну, гриппозные носы, но свои сопливые носы, да, суете. То есть, как бы там цитата по Путину. Если не ошибаюсь, Путин это применил в отношении людей, которые, в общем-то, некогда состояли в системе, и потом, уходя из системы, устраивают, ну, какие-то различного рода провокации. Ну, это если я не ошибаюсь, это так было. То, что касается непосредственно вот этого инцидента в Сибае, я бы на него даже внимания не обратил, если бы не вот эта ситуация с мукой. Ну да, наверное, да? с этого все произошло, конечно. И я начал собирать информацию, ну, поскольку мне стало интересно, и, в общем-то, в Сибае до Исаева и во время там пребывания Исаева находится столько людей, и, в общем-то, один только Исаев был удостоен чести быть обсыпанным мукой. Да? То есть находятся приезжие в том числе? Да, там очень много людей, на самом деле. Те же самые вот навальнята там практически безвыездно сидят, значит, Потылицын постоянно из Сибая какие-то трансляции ведет. В общем-то, ко всем относятся, ну, как сказать, спокойно. А тут приезжает какой-то человек, значит, в Сибае его однозначно и точно никто не знает, да? То есть, как бы... Вот... Ну, зрители федеральных каналов могут знать, он частенько экспертом у Шейнина на Первом канале. Не проводил опрос, да, и не знаю его там степень и проценты его узнаваемости для нашего электората, да, для нашей башкирской глубинки, в общем. И происходит некая такая ситуация. Для меня стало так, ну, а что случилось-то, в общем-то, но город с такими непростыми башкирскими традициями, да, где, в общем-то, есть определенное отношение к продуктам питания, очень серьезное. Мука — это же продукт питания, да. Это меня вызвало определенный вот какой-то, знаешь, вот у нас говорили «Аллах башыңа хугар», понимаешь? Бог накажет. Да. И, понимаешь, это оно сидит в каждом из нас. И такое-то бережное отношение к продуктам питания. Если бы даже вот обсыпали там, я не знаю, ну кинули бы продуктам питания, то, не знаю, но даже бы яйцом не бросили, ну, может быть, водой бы облили, понимаешь? И вот это у меня вызвало некое, понимаешь, не наша эта традиция. Вот не наша эта традиция, а наши ребята могут по морде дать. Это для нас понятно. Это наша традиция. Это наша традиция, понимаешь? И если бы дали вот чисто по-башкирски, мог бы и не встать, наверное, понимаешь? То есть как вот. И поэтому это, ну, не наше это. Понимаешь, как будто вот, знаешь, инсценировка какая-то. И когда я начал собирать информацию, вот, и мои предположения, они вот нашли некое подтверждение, что организовано это все самим этим приезжим гастролером, ну вот этим человеком. Понимаешь, вот если уж ты организовываешь, да, то, пожалуйста, ты немножко традиции-то местные поизучай и пойми отношения людей, как они к продуктам питания относятся, понимаешь? В нашей памяти живы рассказы наших бабушек, да, которые голод пережили. Понимаешь, это же трагедия. Конечно. И, в общем, отношение к продуктам питания своеобразное. Некая такая священность присутствует определенная, понимаешь, вот к продуктам питания. Поэтому, значит, когда вот эта история произошла, я начал вот эту вот информацию собирать. Мне говорят, ну, ты знаешь, вот есть информация о том, что вот, возможно, это он сам все организовал. То есть для того, чтобы именно вот как хайпануть, да, то есть как вот приехал бы он, да, не получил бы по щам, и кто бы его заметил. А зачем Хабиров подыгрывает тогда ему, его провокации, так называемые? Ну, понимаешь, здесь, наверное, я не знаю, да, вот почему Хабиров это все высказал. Хабиров, возможно, знает о том, что, ну, знает то, чего мы не знаем.
Так. Понимаешь, ему могли сказать, а это вот там Вася Пупкин конкретно получил там 10 рублей за то, чтобы дать ему там мешком с мукой по голове, грубо говоря. Прекрасно. Да? Так надо промолчать и забыть, и все разошлись. Ну, не знаю. То есть, как бы, и тут же, наверное, присутствует определенный такой элемент, когда, в общем-то, насколько я понимаю, это человек сам из системы. Сам был в Единой России, там, и так далее, со всеми вытекающими. То есть готовится альтернативный, в кавычках, кандидат на выборах? Я не думаю, что готовится какая-то альтернативная тут кандидатура. Просто человек приехал, значит, в Сибай, и конкретно приехал для того, чтобы хайпануть. Значит, хайпанул, понимаешь, то есть как бы он фигурирует теперь на всех заголовках, то есть цель достигнута. В общем-то, вот и все. Понимаешь? Его процитировали, там, все его высказывания процитировали все федеральные СМИ. Его, значит, вот этот короткий ролик абсолютно везде там, ну, как сказать, значит, все лайкают, понимаешь, все репостят. То есть вот для чего надо было в Сибай приехать. Ради этого, ну вот, как к нему после этого относиться? Если бы он приехал и сказал: Сибай, я хочу вам помочь. Давайте я сейчас пойду, значит, зайду к Силуанову, выбью для вас 2 миллиарда рублей и зону 500 расселю. Ну, где Красавчик. его помочь? Я бы сам приехал к Исаеву и сказал: ты молодец вообще, что ты приехал, понимаешь? То есть, как бы, я не знаю, Сибай бы накрыл ему там стол, да, такую поляну бы организовали ему. И мэром избрали. И мэром бы избрали. Понимаешь, еще памятник бы ему там поставили, понимаешь, Сибай. А тут человек приезжает, его в Сибае никто не знает. Его никто не знает в Сибае. Он приезжает и тут же получает мукой по голове. Ну, давай мы с тобой в Сибай приедем сейчас. И что, нам дадут мукой по голове, что ли? Если предположить, что его цель промежуточная вот получить мукой по голове, то дальше-то вот, что, ради чего? И, конечно, не знаю, то есть, как бы, вот, и, наверное, если идет какая-то подковерная борьба в КПРФ за то, чтобы стать кандидатом на пост губернатора здесь у нас в регионе, то в этом случае почему бы и нет? Просто он еще, кстати, заявил, что Александр Сидякин был в курсе его желания приехать еще в феврале, однако попросил тогда не приезжать, потому что там... Ну, мы же не знаем этого, было это или не было, понимаешь? Для нас же это остается загадкой. То есть, если у него есть какая-то переписка, пожалуйста, пусть выкладывает. А так вот знал, не знал, понимаешь, ну, знал и что там, понимаешь? Я не думаю, что Сидякин сидел там, понимаешь, в Байраме запасался мукой для того, чтобы Исаеву дать по голове. Ну, глупость, понимаешь, да, абсолютно полнейшая глупость. То есть, как бы, да приедь в Сибай, попроси кого-нибудь, да, там, бросить тебя мукой. Это, считай, фактически хлебом в тебя бросить. По морде получишь, и все, понимаешь, то есть, как бы, там же на месте. Вопрос нам присылает радиослушатель, который подписывается традиционно Рутением Забировым. Он, видимо, ваше одно из высказываний вспоминает. Отвечая на вопрос об избирательных фондах в Госсобрании, вы ответили, что если есть деньги, пусть тратят. Но по закону собственных средств кандидат может потратить только 20%. Так для чего предел на выборах главы 200 миллионов рублей? Где равенство кандидатов? Вопрос понятен? Там же поправки вносятся. Ага. Госсобрание сейчас принимает поправки. А повышение лимитов? Да, повышение лимитов, да. То есть, как бы, но, собственно говоря, эти же фонды, они же формируются непосредственно. Там же речь идет непосредственно как бы партийные деньги, да, и поступления от спонсоров. Об этом же речь идет. И увеличение доли спонсоров. Но если они хотят это, значит, расширить, почему бы и нет? То есть это же их деньги, пусть тратят, как им считается, ну, как считать нужно, понимаешь? То есть, как бы, вот эти вот ограничения по фондам, я вообще считаю, что это неправильно. То есть, как бы... Сколько можете себе позволить, столько? Конечно, сколько могут себе позволить, пусть столько и тратят. Только пусть это будет прозрачно. Так же, да? По крайней мере, мы будем знать, сколько они тратят. Мне кажется, что это вполне справедливо. Между тем, республика лишилась практически последнего, да, по факту, банка своего, крупного регионального. Роскомснаббанк потерял лицензию. И, в общем, на эту тему разные есть мнения. Вот в том числе прошла информация, что наш водоканал держал там большую сумму денег. 320 миллионов. 320 миллионов, да, сумма последняя озвучена. Ну, как бы тут два вопроса, да. Почему ведется такая политика целенаправленная или нецеленаправленная по, значит, выведению из игры региональных банков, и как вот такое возможно, что бюджетная организация крупная, да, такие большие деньги хранит в рискованной организации? Ну, вообще, с точки зрения как бы хеджирования, ну, скажем, анализа рисков, да, Уфа-Водоканал не
скажем так, не первая и не последняя организация, которая там в Роскомснаббанке, Башкомснаббанке держала деньги. Даже наши партнеры и даже одна из наших дочек, в том числе, мы тоже были в Башкомснаббанке, хотя мы очень осторожно, то есть, ведем свою, финансовую, деятельность. Тоже стараемся анализировать, смотрим за рейтингом банков, то есть оцениваем, степени рисков, но видишь, в чем дело, те операции, которые банк проводит, скажем так, сомнительные, возможно, которые могли бы быть отнесены как сомнительные сделки, они не всегда, оказываются в поле, зрения его клиентов, банков. То есть, если мы говорим о том, что физлицам повезло и физлицы могут там, допустим, получить компенсацию, по своим вкладам, то юридические лица, они же встают в очередь, кредиторов. Эта процедура, она более сложная. Дай бог, продажа активов, там, если повезет, достанется. дай бог, чтобы у банка были активы, которые можно, допустим, для этого привлечь. И, не всегда, к сожалению, Центробанк публикует свои вот эти промежуточные отчеты. Отзыв лицензии это чаще всего сюрприз, именно. Да. Вот понимаешь, я попал в эту историю первый раз с Сосинвестбанком, и спасибо нашему правительству, тогда Марданову, который приложил усилия для того, чтобы санировать этот банк. Не санировать они его не могли. Там было очень много бюджетных организаций. В Сосинвестбанке, сейчас он там, по-моему, Дом.ру называется этот банк, переходит в Дом.ру, Спасибо, что они его санировали. Я надеюсь, что Роскомснаббанк тоже будет санирован. Так уже поздняк. Извиняюсь за выражение. Знаю, поздняк не поздняк, но имеется в виду в том плане, что именно тот потенциал, экономический потенциал, который там был по бизнесу, его нужно все-таки как-то, каким-то образом теперь компенсировать, закрывать эти дыры надо. Все, что касается банков, там у них очень достаточно жесткая конкуренция, это раз. Два, любая операция, не то что даже банков, а даже те операции, которые мы сейчас проводим, казалось бы, года 3 тому назад, если мы, допустим, могли себе спокойно позволить распоряжаться собственными счетами, то теперь мы это делаем очень осторожно. Потому что банк блокирует счет по 185-му, по-моему, ФЗ в 2 секунды. Потом замучишься его разблокировать. По всей видимости, эти правила, они настолько жесткие устанавливаются в нашей стране, то есть что, в общем-то, исходя из общих правил, из мировых правил, то есть управления финансами. Когда Сосинвестбанк лицензию не отзывали, а когда Сосинвестбанк приостановил свою деятельность, я в свое время тогда, писал обращение на имя Володина и, как предприниматель писал, а почему вы не публикуете промежуточные отчеты Центробанка? Дайте нам возможность, то есть, ознакомиться. Председателю Госдумы обращение? Да, для того, чтобы они внесли соответствующие поправки, чтобы промежуточные отчеты, чтобы мы знали состояние банка. То есть, получается, Центробанк сидит, то есть, они знают состояние банка, а мы клиента банка не знаем, в каком состоянии находится, Сомнительно, рейтингуйте его тогда, то есть, чтобы мы знали. Это первый момент. Второй момент, та же самая несправедливость. Если даже ты до отзыва лицензии успел снять свои вклады, депозиты, у тебя же их заберут. Вопрос обычно возникает к тем, кто в последнюю очередь забирал деньги. Да, понимаешь, если же у тебя заберут, тебе заставят их вернуть, а потом стать, в очередь кредиторов. Понимаешь, и получить в общем порядке. Если ты юрлицо, предприниматель. Да, понимаешь, эта она система, она как-то в сторону государства. То есть она не учитывает наши интересы, и, в общем-то, так не должно происходить. А вообще, в целом, это был последний региональный банк. Первый региональный банк, который мы потеряли, это был Башпромбанк. Я в нем тоже потерял деньги. Так 20 лет назад практически. Да. 20 лет тому назад это был, Башпромбанк первый у нас утонул. Очень болезненно было для нас тогда. И с тех пор этот банкопад, он, конечно, привел к тому, что у нас действительно не осталось своих региональных банков. Но Уралсиб, наш любимый, тогда он назывался по-другому. Башкредитбанк. Башкредитбанк, назывался, видите, стал федеральным банком. Но это нормальное явление, или надо беспокоиться, что с банками такая история происходит? Вообще, меня вообще это тревожит в целом состояние финансов. То есть, как ими
оперируют, как ими администрируют, вообще меня напрягает. То есть там же, понимаешь, оказалось-то, почему мы не знали? Люди приходят и им говорят: вы, пожалуйста, свои вклады несите, значит, там вот в организацию. Не сюда, а в другую организацию. Угу. Нормально это, нет вообще? То есть, мы сейчас про историю... Там про Роскомснаб. То есть якобы, что вот ситуация так происходила. За это якобы отозвали лицензию. Ну что ж, время нашей программы тем временем подошло к концу, и я благодарю нашего гостя, общественного деятеля Азамата Галина. Всего доброго. Всего доброго.